аял заты гүлгө окшош назик жана сулуу болот. Ошондуктан аларды жигиттер гүлгө салыштыруу менен ар кандай учурларда гүлдесте тартуулашат. Бирок тандоо учурунда канчадан гүл алуу керек жана гүлдүн өңү кандай түстө болуш керек өңдүү кыйынчылыктар болбой койбойт. Дал ушул гүлдесте берүү этикасы тууралуу жакындан таанышып көрөлү. Гүл берүү этикасы байыркы заманда Адам жана Еванын доорунда эле бар деген имиштер болгон. Бул тууралуу флорист Алина Измаилова да өз ой-пикирин билдирди. Традиция дарить женщинам цветы берет свое начало еще в древние времена. Еще со времен, когда существовали первые люди, Адам и Ева. Все мы знаем, что они жили в Эдеме, и в Эдеме было огромное количество цветов. Это райские сады, это было настолько все красиво и прекрасно. И когда Бог послал их вниз за грехи сюда, к нам на землю, Ева очень скучала по цветам, по вот этой всей волшебной красоте. И тогда Адам принял решение, что он будет дарить ей цветы. То есть, в принципе, как вы понимаете, это традиция еще вот со времен первых людей. Ал эми гүлдөрдү так санда тартуулоо байыркы Орусиядан калган салт катары каралып келет. Бул салт азыркы күнгө чейин кымыш өлкөлөрүндө гана сакталып калган. Еще в Древней Руси самые первые племена, то есть до того, как было принято христианство, когда все эти племена были язычниками, четные числа символизировали смерть, неудачи, несчастье. И было принято дарить, получается, вот 2, 4, 6 цветков только умершим. Допустим, в Европе в той же нету таких поверий. Они дарят количество цветов. То есть они могут подарить и четное количество цветов, и нечетное. Обычно это дарится там по количеству лет, например, в той же Европе и Америке. Вот. У нас сейчас дарятся букеты до 20 штук, да, еще учитывается четное, нечетное количество. Букеты свыше 20 цветков уже, то есть исключает это правило. Можно дарить там и 22, и 24, особенно если день рождения. Көп учурда гүлдесте берүүдө анын санына көңүл бурулбайт, бирок гүлдөрдү белгилүү бир санда тартуулоонун да өзүнчө мааниси бар. Количество цветов, опять же, на примере вот четного количества, которое принято у нас в Кыргызстане, например. 1 цветок – это знак внимания, 3 цветка – знак уважения, 5 цветков – знак признания, 7 цветков означает знак обожания, 9 цветков «я у ваших ног», и 11 цветков обычно дарится на какую-то годовщину, то есть 11 число близко к 12. Как правило, это муж дарит жене или парень дарит девушке на определенную годовщину. Означает один сердце, один смысл в жизни. Гүлдөрдүн түсү да өзгөчө мааниге ээ. Алсак сары түстөгү гүл достуктун аягы, ажырашуу дегенди түшүндүрүп келсе, учурда ал ишенимдер четке кагылып, сары түстөгү гүлдү ар кандай учурларда белек кылууга болот. Как я говорила, основное значение всегда играет цветовая гамма. В данном случае, если вы дарите цветы любимой девушке, можно, в принципе, подарить любого цвета. Как я говорила, белые, розовые, красные символизируют, то есть белый – нежность, трепетность, розовый – это знак доверия, уважения и тоже таких признания в чувствах, и красный – знак страсти. Если вы дарите цветы маме, лучше всего выбрать цветы розовых оттенков, то есть это символизирует доверие, дружбу, уважение, и нежность чувств, которые вы сохраняете по отношению к маме. Принято цветы дарить даже папам, то есть даже мужчинам. Мужчинам дарят обычно цветы, которые такие статные, высокие. В данном случае, допустим, гладиолусы, антуриумы. Лучше всего дарить это ярких оттенков, то есть, может быть, красный, оранжевый, бордовый. То, что символизирует стремление к успеху, стремление к власти, наверное, какой-то, потому что все равно мужчины у нас такие всегда целеустремленные. Если вы дарите букет подруге, или если, допустим, если девушка дарит букет подруге, или парень дарит букет подруге, лучше всего выбрать белые цветы. То есть это тоже такой знак доверия. Если вы дарите букет сотрудницам, может быть, коллегам каким-то, в принципе, подойдут любые цвета, но в особенности подходят ирисы, которые символизируют дружбу,
на работе. Өз сүйүүсүн билдире албай жүргөн жигиттер да арабызда жок эмес. Дал ушул учурда кандай гүл тартуулоо керек деген суроо да пайда болбой койбойт. Ну, подарите ей букет из 101 розы, вы не ошибетесь, она будет у ваших ног. Ну, это, конечно, шутка, но многие на самом деле так и делают. То есть классический цветок, цветок страсти, цветок чувств, это у нас роза. И то есть тут уже выбор цвета играет, опять же, значение. И сегодня попробуем составить небольшую композицию. У нас есть гвоздички и розочки. Такого нежного цвета, такой букет вполне подойдет для девушки в признании какой-то симпатии, либо для мамы. Вот. Гвоздики, кстати, являются далеко не траурными цветами, как мы к этому привыкли. На самом деле сейчас, в настоящее время, в той же самой, допустим, Голландии выращиваются целые огромные плантации под свадебную индустрию и под индустрию просто вот флористики. И стереотип о том, что дарят гвоздики только на похороны, это уже, ну, скажем, уходит в сторону. Сегодня мы будем делать композицию в вазе. Композиция будет на оазисе. Оазис — это по-другому называется флора у флористов. Это специальная губка, которая пропитана водой. За счет нее растение сохраняет свою свежесть от одного дня до недели. Вот. Так, сейчас мы будем выстраивать нашу композицию. Это очень просто, очень быстро. Вы можете даже сделать это сами в домашних условиях, да, если особенно у вас есть огород или сад, где растут какие-либо растения. Такую губку можно приобрести в любом флористическом магазине. Гүлдесте 2 же 3 күндө солуйт. Мындай нерсеге акча корутуунун эмне пайдасы бар деген пикирлер коомчулукта жок эмес. Гүлдесте алуу бул эң биринчи иретте эмоциялар, бактылуулуктун бир белгиси. Ошондой эле жашоонун жана сүйүүнүн символу.